Итак, в каждый двор, где прописан военнообязанный, без лишних слов сотрудники Кантышевской администрации отдают повестку Абдулазизу Коригову. Ему скоро 19 лет. Парень уже давно решил для себя, что первым делом хочет отслужить в армии. В этом его поддержали и домашние. Повестка Все должны отслужить, побыть там, стать настоящими мужчинами. Нам бы хотелось, чтобы они отслужили, вернулись домой. С этим вопросом как-то их принимали на работу, потом после армии, чтобы у них не было проблем, чтобы они защищали нашу родину, одним словом. Такие подворные обходы, которые стартовали в рамках осенней призывной кампании, сотрудники Кантышевской администрации проводят несколько раз в неделю. Всего в сельском поселении проживает порядка 100 граждан призывного возраста. Задачи здесь справились. По плану у нас планировано 6 человек. Эти 6 человек у нас есть, даже сверх плана мы отправим. А по весеннему призыву у нас было по плану 8 человек, мы отправили 11. Так что в администрации в селе Кантышеве проблем по отправке и этих никаких нет. Сотрудники военкомата исключают из списка призывников тех, у кого уже есть отсрочка. Она положена негодным по состоянию здоровья, получающим среднее и высшее образование по очной форме, по семейным обстоятельствам. Уклонение от призыва чревато неприятными последствиями. Они будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законодательством. На них будут налагаться штрафы, то есть ответственность в виде штрафов, наложения штрафов. Поэтому сами ребята должны быть заинтересованы в том, чтобы своевременно прийти, представить необходимые документы. Тем более, что очень большое количество граждан из нашей республики, ребята, они пользуются правом отсрочки от призыва и освобождения. У нас очень много больных инвалидов. Несмотря на это, желающих пополнить ряды вооруженных сил России достаточно. С начала осенней призывной кампании Республиканский военный комиссариат провел 4 отправки новобранцев. Отслужив в армии всего лишь год, желающие могут быть спокойны при поиске вакансии из-за наличия военного билета. К слову, правила его получения тоже изменились. Ранее, до 2014 года, решение о передаче на учет военнообязанных принимал военный комиссар. На сегодняшний день решение принимает призывная комиссия. И, следовательно, те ребята, которые на призывную комиссию не приходят на заседание призывной комиссии вовремя, эти граждане, они будут считаться не проходившими военную службу, не имея на то законных оснований. То есть им вместо военного билета будет выдаваться справка формы 1У. По этой справке гражданин в течение 10 лет он не сможет устроиться никуда на госработу. Дополнительно военный комиссариат при содействии ДСААФ готовит призывников, которые будут проходить службу в качестве водителей. После армии новобранцы смогут свои права уже использовать в гражданских целях, причем на них будет отмечаться стаж вождения, а это ценится в компаниях грузоперевозок. В последующем эти ребята они будут пользоваться, во-первых, правом преимущества выбора, куда им идти служить. Второе, у них будет бесплатно, они пройдут обучение и бесплатно. При условии, конечно, что они сдают в ГАИ экзамены, они получают удостоверение водителя категории С. То есть это грузовые автомобили. Хотел бы поэтому сказать, что если есть желающие ребята, то могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства, их направят, и они бесплатно пройдут подготовку и в последующем будут иметь водительское удостоверение, которое им и в последующем в жизни пригодится. Молодые люди будут проходить службу в Национальной гвардии, сухопутных, военно-космических и военно-воздушных войсках. Часть направят в военно-морской флот. Осенняя призывная кампания продлится до конца декабря. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Новости 24.